Доброе утро, любимая республика! Мы тоже решили выбраться из студии и выйти на улицы города. Всем хорошего настроения. Сегодня мы прогуляемся по улочкам столицы, поговорим с нашими любимыми гостями, которые к нам присоединятся, расскажем о том, какая удивительная выставка открывается 25 июля в Национальном художественном музее. Узнаем все секреты старого города с историком, экскурсоводом, расскажем о том, какая сегодня погода, сделаем, конечно, зарядку и непременно дадим модные советы. Все это еще много всего интересного можно увидеть в нашем телеграм-канале. Ну а прямо сейчас, конечно, делюсь самой полезной информацией о том, какая температура за окном. Итак, в центральных районах сегодня плюс 19, плюс 27, в Заречной группе 20-28 выше 0, в южных 15-23 со знаком плюс, в Вилюйской группе 18, плюс 25, в Нижнеленских 19-24 выше 0, в западных плюс 17, плюс 25, в Колымо-Индигирской группе Улусов 11-25 со знаком плюс, в Янских плюс 18, плюс 28 градусов, на северо-западе плюс 10, плюс 20. В Якутске температура воздуха в 6 часов утра составила 19 градусов выше 0, атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. Ветер западный от 1 до 2 метров в секунду. Сегодня днем солнечно, без осадков, ветер юго-западный от 1 до 2 метров в секунду. Температура в столице плюс 27, плюс 26 градусов. Вот такая замечательная погода сегодня в столице, отличная для прогулок и днем, и с утра пораньше. Мы сейчас посмотрели, люди уже бегают, ездят на велосипедах. Ну, отлично, настроение просто заряжает. Поэтому оставайтесь вместе с нами, ну а прямо сейчас делимся последними новостями. Доброе утро, Якутия. Далее блок новостей. Фракция «Справедливая Россия за правду» предлагает существенно увеличить минимальный размер оплаты труда в России до 50 тысяч рублей с 2026 года. Законопроект, внесенный в Госдуму 23 июля, обосновывается значительным ростом цен за последние годы, превышающим 40%, что, по мнению авторов, сильно ударило по покупательной способности граждан с низкими зарплатами. Реализация этой инициативы потребует дополнительных расходов из федерального, региональных бюджетов и небюджетных фондов. Глава Якутии встретился с участниками второго потока программы «Время героев». Айсен Николаев, который является наставником Николая Соболева и Дмитрия Куценко, обсудил с ними новый этап учебной программы. Вопросы прохождения модуля практической подготовки в исполнительных органах государственной власти Якутии. На встрече утвердили план стажировки, договорились о регулярных встречах для проработки идей. Герои России из Якутии Николай Соболев и Дмитрий Куценко вошли в число 85 человек, отобранных для обучения по президентской образовательной программе для участников специальной военной операции «Время героев». И обсудили основные направления, где мы желаем проходить стажировку. Вот я непосредственно в Министерстве связи и дел народов, потому что это более такая родная для меня стезя, военный переводчик. Потом все сказал, услышал пожелания, сказал, с понедельника, все, туда, министр тебя будет уже ждать. В первую очередь, это его, конечно, колоссальный опыт. Он нам, я не знаю, это, наверное, один из сильнейших таких наставников у нас в стране. Это вообще большая честь, что он нас согласился взять. С Александром Сергеевичем мы непосредственно поговорили, обсудили будущий план стажировки нашей, прошли по всем мероприятиям, которые у нас будут спланированы до конца сентября. Для себя учебные направления я бы, наверное, хотел выделить непосредственно это работу с людьми больше и больше, наверное, в гражданской обороне и непосредственно работу по патриотизму. Российские колледжи и техникумы переживают небывалый наплыв абитуриентов. На 22 июля подано уже более 1,5 миллиона заявлений. Это на 800 тысяч больше, чем за тот же период прошлого года. Приемная кампания продлится до 15 августа. Абитуриенты могут выбрать из более чем 1470 учебных заведений в 86 регионах. Вице-премьер Дмитрий Черношенко назвал этот рост важным шагом к достижению поставленной президентом цели – подготовить миллион специалистов рабочих профессий к 2028 году.
Всем еще раз доброго утра. Мы уже прогулялись до художественного музея, где 25 июля начнется уникальная выставка «Эволюция образа Толстого в изобразительном искусстве от Г до Генсбурга». И расскажет нам об этом замечательный специалист по экспозиционно-выставочной работе Федерального государственного музея Льва Николаевича Толстого Александра Мустонина. Александр, доброе утро. Доброе утро. Спасибо, что к нам присоединились. Ну вот уже завтра начнется выставка. Скажите, что мы на ней увидим? Мы увидим на ней и картины, и скульптуры, и графику, на которых изображен Лев Николаевич Толстой. 13 художников и скульпторов представлены здесь. Мы из Москвы привезли 35 подлинников. Из них 8 скульптура, и остальные работы – это графика и живопись. Получается, это те авторы, которые непосредственно Льва Николаевича знали, да, могли отразить вот в своих работах образ такой жизненный, как они его видят. Они не только его знали, но после того, как они с ним познакомились, они с ним и подружились. Многие из них стали его единомышленниками, особенно, например, Николай Николаевич Ге, который в нем увидел друга и, в общем-то, благодаря знакомству с Толстым начал вторую жизнь, можно так сказать. Вот что такого уникального и особенного в их работах вы бы могли подчеркнуть как специалисты именно работы Льва Николаевича Толстого и его музея? Вообще хотелось бы, наверное, привести слова того же Толстого из его статьи «Что такое искусство?». Он говорил, что искусство – это выражение мысли художника, во-первых, а во-вторых, это соединяющее звено человека, который смотрит на работу художника, и того, кто изображен. То есть эти работы позволяют нам посредством, опять же, художественных работ соединиться с Толстым, так скажем. Ну и плюс ко всему это подлинники. Мы в таком количестве их не вывозили. То есть они позволяют прикоснуться еще и к настоящей работе художников. Наш Национальный художественный музей очень тесно сотрудничает с федеральными последние годы. Вот насколько вы часто, в принципе, экспозиции вывозите? Мы сейчас стараемся много вывозить выставок во все регионы России и хотели бы показать Толстого во всей стране, то есть от Запада до Дальнего Востока. Вы уже успели познакомиться с экспозициями нашего музея? Что вам запомнилось, понравилось из работ наших национальных авторов? Очень понравилось, что, в принципе, якуты сохраняют традиции, свою культуру. Понравилась очень работа Ивана Попова в Национальном художественном музее, где представлен город старый, который здесь был. К сожалению, он не сохранился, но хотя бы мы смогли его увидеть на полотне. Очень понравилась работа Афанасия Осипова, где люди ловят карася. Понравилось особенно тем, во-первых, сохранением традиций, а во-вторых, тем, что люди все вместе делают общее дело. Мне кажется, тому же Толстому такая работа бы тоже понравилась. Он очень любил народное искусство. И также мы еще были в сокровищнице. Больше всего впечатлили меховые костюмы, вот и мужское, и женские, очень красивые. И теперь хочется приехать сюда зимой. Ну, вы успели уже познакомиться с творчеством, вы успели познакомиться ли с городом? С городом, к сожалению, почти нет. В первый день удалось покупаться в Лене, что было тоже для нас важно. А вот поскольку все время монтировали выставку, пока вот только часть музея посетили. Что бы вы хотели обратить внимание посетителей выставки с точки зрения, как подготовиться к просмотру данной экспозиции? То есть стоит ли почитать, может быть, что-то о биографии Льва Николаевича Толстого? Может быть, стоит обратить внимание на авторов, которые писали историю его жизни, какие-то выдержки, потому что, чтобы лучше понимать, что люди увидят, придя посмотреть картину. В общем-то, Толстого можно читать всю жизнь в разном возрасте, разные произведения художественные, публицистические и религиозные, философские. На данной выставке есть текст, написанный каждому художнику, каждому скульптору, который вкратце рассказывает историю их знакомства и дружбы. То есть в целом информация есть, а так можно про каждого художника почитать, узнать о его творчестве. То есть, получается, мы увидим не только произведения, но и можем окунуться в биографию Льва Николаевича, да, познакомиться с вехами его жизни. Вот основные вехи, которые будут представлены, удалось ли все как-то большой период охватить? К сожалению, нет. Толстой не любил позировать. И первая картина, которая была написана в 1973 году, это работа Ивана Крамского. То есть Толстой тогда начал работу уже над Анной Карениной, а потом уже соглашался позировать. Но все художники отмечали его смех, что он очень много смеется и хохочет, что меня поразило, вот, когда мы готовили выставку. Его глаза,
прекрасный лучистый, который достались ему от матери, что он прекрасный наездник и очень выносливый пахарь. Очень любил он физический труд. И это вот идет такой нитью через все работы, что важно, что тоже объединяет их. На ваш взгляд, ваша любимая работа какая? Наверное, Николая Ге, где Толстой работает над трактатом «В чем моя вера», наверное, потому что вот дружба писателя и художника была очень трогательной, очень крепкой, и вот такая человеческая любовь настоящая. Интересный выбор. Вот есть ли какие-то кардинально противоположные образы, если посмотреть экспозицию? То есть бывает, что вот на одном полотне как бы позирующий изображен в одном настроении, в одном состоянии, в другом кардинально меняется образ. Можно ли вот что-то такое, соприкосновение какое-то такое провести? Мне кажется, нет. Скорее объединяют. Ну да, то есть все работы скорее соединяются в такое вот единое целое, и много, наверное, сходства можно найти. Ну, на мой взгляд. Выставка продлится у нас 25 июля по 21 сентября, если мы ее не продлим. Возможно, сможем ее продлить, но пока обещать этого не можем. То есть нужно успеть... До 21 сентября. Будет ли она полезна вот школьникам, на ваш взгляд? Я думаю, да. Но я думаю, всем, кто читает, изучает Толстого, он для каждого возраста есть свое его творчество, свои произведения, поэтому я думаю, да. Ну, просто вот сентябрь как раз захватить, когда можно на школьные экскурсии тех возрастных классов, которые будут проходить произведения в этом году, чтобы как-то по-другому посмотреть на текст произведения с точки зрения образа автора. Да, и плюс ко всему, когда человек смотрит на именно подлинное изображение, все-таки другое восприятие. А то, что подлинников много, это очень большой плюс, и мне кажется, это в любом случае будет им полезно. Спасибо большое за такой подробный рассказ. Я думаю, что все уже готово. Вот, с нетерпением ждем открытия, монтажа, увидеть подлинники. Это всегда удивительно. Ну и, конечно, ждем, чтобы познакомиться с рассказами Ильи Николаевича, привезенными из его музея, который занимается его творчеством. Это всегда очень ценно. Спасибо. Дорогие друзья, мы познакомились с выставкой, которая открывается завтра. У вас есть уникальная возможность увидеть подлинники, познакомиться с творчеством, познакомиться с образом Льва Николаевича, которые изображают его близкие друзья. Это уникальная возможность, не упустите ее, потому что всего месяц, даже чуть меньше. Возможно, конечно, продлят, но, тем не менее, нужно успеть все, пока на улице лето. Это тоже хороший повод сходить в выходные вместе всей семьей. Ну а далее мы предлагаем вам познакомиться, чем день сегодняшний знаменателен, какие даты и события его наполняют, наши постоянные рубрики, ну и, конечно, взбодриться и сделать утреннюю гимнастику. На календаре 24 июля. Сегодня отмечают Международный день заботы о себе. По народному календарю в этот день православные люди чествуют святую равноапостольную Ольгу, во многом благодаря которой Русь приняла православную веру. Страдницей Ольгу прозвали за то, что ее именины на Руси приходились на самый разгар полевых работ. В это время в поля и луга выходили всей деревней. Кто занимался жатвой, кто заготовкой сена, детей отправляли в лес по грибы и по ягоды. «И дряхлым старикам не пора кряхтеть, надобно о хлебе родить», — говорили люди. В этот день крестьяне молились святой Ольге о хорошей погоде, о милосердии к жнецам, о том, чтобы она дала возможность закончить работу раньше, чем рожь начнет гнить от обильной росы, которая вскоре начнет выпадать на поля. Ольга на поле подмога, верили люди. Также эту пору называли эстрадно-грозовой, поскольку нередко случались грозы. Сначала блеск, за блеском треск, за треском плеск. Так образно описывали в народе это природное явление. Также подмечали резкий гром к тихому дождю, гулкий к ливню. День Святой Ольги называли еще стажарами. Такое имя носило на Руси звездное скопление в созвездии Тельца. Яркое сияние стажар, то есть безоблачное небо, предвещало удачную страду и богатый урожай. Охотникам та же примета сулила хороший шанс добыть медведя. День в истории. В 1790 году во Франции впервые в истории документально зафиксировано падение метеорита на Землю. В 1938 году на рынке появилась первая популярная марка растворимого кофе. В 1945 году во время Потсдамской конференции Гарри Труман сообщил Иосифу Сталину о создании в Соединенных Штатах нового сверхмощного супероружия. В 1956 году основан город физиков – Дубна.
В 1956 году первому наукограду России Обнинску присвоен статус города. В 1959 году в Москве открылась первая в СССР американская национальная выставка. В этот день родились Александр Дюма – отец, французский писатель и драматург. Николай Чернышевский – русский писатель, философ, литературный критик, революционный демократ. Альфонс Муха – чешский живописец, театральный художник, иллюстратор. Николай Гриценко – советский актер театра и кино, народный артист СССР. Ирина Мирошниченко – советская и российская актриса театра и кино, певица, народная артистка РСФСР. Шавкат Мирзиёев – узбекский политик и государственный деятель, президент Узбекистана. Именины сегодня отмечают Аркадий, Елена, Лев, Ольга. Доброе утро, меня зовут Баяна Дагдай, я руководитель студии «Орлы». Сегодня мы для вас будем делать вместе с дыхательным упражнением еще самомассаж, подстукивание. Вот сейчас нам Елена Евсеева покажет, и наши ученики вместе будут работать и показывать вам, как делать самомассаж. Здесь подключаем звукоизвлечение. Массаж совместно с звукоизвлечением дает совсем другой эффект, чем просто массаж. При звукоизвлечении организм получает микровибрационный массаж всех внутренних органов. Когда мы поем или разговариваем, сила звука идет наружу только 20%. А остальные 80% идет в внутренних органах, проводя внутренний массаж. И сейчас постукивание ребер. Здесь рука поднимается выше и подстукиваем ребра. При этом дышим животом. На одном дыхании один дифтонг. Наклон и подстукиваем ноги снизу вверх. Обязательно удары должны быть снизу вверх по линии лимфы. А если мы неправильно будем делать, тогда ноги оттекут. Доброго утра, хорошего настроения. Как здорово прогуляться утром по городу. И вообще, телевидение – это удивительная вещь. Сейчас волшебным образом переносимся в город Мирный, где песни, пляски, активности, шоу мыльных пузырей. Почему? Потому что там празднуют в каждом уголке 70-летие любимого города. Как жители города оценили выступления звезд, какие активности были предложены даже самым маленьким, узнаем прямо сейчас. Настоящий белорусский рок подарили гости празднования 70-летия Мирного. Белорусских легенд мирницы старшего поколения любят и помнят как виа-песняры. Музыканты исполнили такие проверенные хиты, как «Косил ясь конюшину», «Березовый сок», «Наши любимые», ну и, конечно... Вечерний стадион «Триумф» стал концертной площадкой не только для белорусских легенд. Своим творчеством поделились с мирнинцами артисты из Якутска Александр Бурнашов и Сахая. Украсила праздник и Наталья Подольская, финалистка «Фабрики звезд» 2004 года. Она исполнила свои лучшие песни. Если посмотреть ценности у Натальи, это мама, папа, про семью, про любовь. Очень классно, на самом деле. То, что нужно сейчас. Хорошее настроение, добрый посыл и семейные ценности. Поет красиво, что еще нужно?
Насыщенную программу на «Триумфе» подготовили и для детей. Все 3 дня праздника шли мастер-классы и спортивно-развлекательные игры. Вообще кайф. Можно было на теннисе поиграть, на батутах попрыгать, побиться этими штучками. И в конце полетали со змеями. Для передышки театр «Чудаки» из Москвы показал ребятам познавательное представление об оживших музыкальных инструментах и шоу мыльных пузырей на набережной Ириляха. Еще одной праздничной локацией стал Мирнинский ботанический сад. Один из центров притяжения горожан в летнее время. Здесь детей и взрослых учили рисовать на холстах и расписывать шоперы. Я раньше рисовала акварелью, и на шопере раньше вообще никогда не рисовала. И сейчас чувствую ответственность, что ошибку допустить нельзя. А детей, которые уже умеют рисовать, наградили. Их рисунки стали иллюстрациями к сказке о девочке Аленке и солнечном лисенке. В ботаническом саду провели презентацию книги. Сказка строится на том, что главная героиня показывает своим друзьям, как хорош и прекрасен наш город, и сколько в нем интересных уголков, которые можно посетить, поиграть, порассматривать, помимо телефона. На юбилее Мирного каждый мог найти что-то по душе. Свои точки интереса обрели и любители спорта, и ценители фотоискусства. Такой праздник наверняка запомнится надолго. Максим Сороченко, Александр Еремин, Александр Заднепровский, медиакомпания «Алмазный край». Смотря сюжеты, возникает ощущение, что ты оказался в этом месте. Наши коллеги удивительные люди. По мановению волшебной палочки и их желания мы переносимся из точки в точку нашей республики. И мой коллега Руслан Ачиров, наверное, самый первый в этом списке. Он сейчас находится в отпуске, но даже в отпуске привозит и отсылает нам удивительные сюжеты. Недавно он путешествовал на поезде и познакомился с прекрасной семьей Светланой и Гусейном Магомедовым. 35 лет они вместе, Светлана и Гусейн. И эти 35 лет выполняют свои профессиональные обязанности. Как сохранить любовь сквозь пространство и время путешествия на поездах, узнаем прямо сейчас. Были очень приятно удивлены и качеством обслуживания, и состоянием вагонов. И одним из удивлений было то, что вот наши проводники – это семья Гусейн Магомедович и Светлана Викторовна. Люди, которые, ну, как сами говорят, без малого 30 лет на путях получается. Здравствуйте, здравствуйте, да. Конечно, мы 30 лет уже отработали и в ФБК работали. Перешли уже 4 года, как здесь работаем. Мы очень довольны работать в железной дороге Якутии. 4 года уже все нам нравится, все устраивает. А как вот каждый из вас пришел, вот вы, Гусейн Магомедович, как пришли к профессии путейца? 90-е было, вы знаете, в то время было действительно зарплату не получили везде. Железная дорога единственное было, где платили зарплату нормально, это стабильно. Поэтому мы... Так и было, да, действительно так и было. И поэтому мы перешли в железную дорогу. Я работал тоже на другой работе. У меня просто мама работала. И вот в 90-м году мы устроились, прошли курсы, и вот устроились проводниками. Семья ваша как создалась? Вот какова история была создания? Может, вы на железной дороге познакомились, нет? Нет, до того. В 89-м мы познакомились, поженились, и в 90-м мы устроились на железную дорогу. Оба? Да, оба. А потом в 92-м я родила первого ребенка, ушла в декрет, в 96-м второго и сидела в декретном отпуске. А затем в 2005-м я возобновила работу. Гусейн так и работал без меня. А в 2005-м я возобновила уже тоже. Вышли, детей оставляли с бабушкой, потом дети подросли. Ну и все, мы так продолжаем работать. А дети не связаны с железной дорогой? Нет. Дочка хотя закончила колледж железнодорожный в Хабаровске, но
не пошла работать, осталась в Хабаровске, там работает, занимается другой деятельностью, ресторанной, в другом направлении. Лично я, допустим, иногда от семьи отдыхаю, да, на работе. То есть я на работу прихожу, говорю, о, ребята, я пришел отдохнуть там от ребенка маленького, от всего вот этого. Да. А у вас как? Получается, у вас что дом, что работа, это одно и то же? Мы работаем вместе, отдыхаем вместе и в отпуск ездим вместе. Нам многие говорят, как так вы не устаете как вы терпите друг друга? Нет, вот я тоже хочу. 35 лет мы терпим друг друга, как говорится, да, в кавычках. И ничего, терпим. Все, дети нам, даже то, как мы завидуем, вы так вместе, сейчас же как молодые, да, чуть-чуть не так, все, мы разбежались. А вот мы так, все как-то вместе преодолеваем, вместе справляемся на работе, друг другу помогаем, дома друг другу помогаем, без проблем. А вы откуда, Светлана Викторовна? С вас начнем. Ох, родилась я в Узбекистане, прожила я в Киргизии, и вот с Киргизии меня родители привезли на БАМ, как говорится, в Якутию, поселок Беркакит. Дитё БАМа? Нет, не дитё, я уже 8 класс туда приехала. Ну да, ну в школьные годы там, да, выросла практически я там. И вот в 88-м мы познакомились с Гусейном в поселке Беркакит. Встречались, общались, в 89-м поженились. Ну, а он пусть свой путь расскажет, как он попал. Да, как горячего аварского юноша. Ну, я попал, конечно, сюда по путевке. Ехал я в Амурскую область, Бурейскую ГЭС строили. Ну, что-то там не понравилось нам с парнями, которые приехали вместе. И оттуда решили уехать сюда на БАМ, в Якутию. Ну, вот и приехал в Беркакит, устроился на работу там. И вот работал, наверное, до 91-го года, ну, то на пилораме работал, такая была другая работа, деятельность работы была. И потом в 91-м я устроился проводником на железную дорогу. И вот с тех пор здесь, в Якутии, прожили мы в Беркаките. И со Светланой познакомились, в 89-м поженились. И все. И с тех пор мы живем и, можно сказать, работаем вместе. Через ваши вагоны проходят тысячи людей, тысячи. И каждому нужно, вот мы как себя чувствовали с Русланом, да, очень комфортно, очень, как будто нас родители как будто встречают и мы стараемся найти каждому свой подход какой-то. Уже вот человек идет на посадку, как будто вот сканируешь его, уже знаешь, как к нему надо подойти, как начать разговор. Как бы это, наверное, со временем все пришло, с опытом, как бы сказать, что вот так вот. Ну, каждый пассажир... Бывают разные, да, моменты, бывает, и сглаживаем всякие конфликты, стараемся, чтобы всем все было комфортно в пути. Каждому пассажиру свой подход нужен. Были ли моменты такие, когда вот в вагон садится один человек, злой такой чем-то тут рассерженный, возможно, там в семье у него какие-то нелады, да? А выходит он совершенно другим? Да, бывает. Бывает, очень часто бывает, кстати, да. Я всегда своим пассажирам говорю, где вы так еще время проведете? Отдыхайте, лежите, кушайте, опять лежите. Дома всегда домашние заботы есть какие-то. Всегда что-то надо делать. А здесь вы беззаботно. Покушали, полежали. Проводите время с удовольствием. 100% себе посвященное время. Да, да. А вот мы с начальником поезда еще разговаривали, он говорит, очень много бывает на новогоднюю ночь пассажиров, да? Пассажиров не очень много бывает, бывает. Которые, иногда да, едут. Пути встретить, да? Бывают, да. В этом году, вот когда новогодняя ночь была, сколько у нас, человека 4-5 в вагоне было. И вы Новый год встречаете? Да, а мы уже какой год встречаем в поезде Новый год. А как это вообще Новый год в вагоне? Так же шампанское, так? Нам же этого нельзя, конечно. Чисто символически всех поздравим, пойдем с праздником, с Новым годом. Чай, тортик, купили чай, тортик, с пассажиров поздравили, пригласили, попили. Бывает, даже садимся вместе с ними, там чай попьем, поздравления друг другу. А вы считаете, вот поезд тоже своего? Вторым домом. Второй дом, как же не считаем? Конечно, считаем, обязательно считаем, потому что мы даже здесь. Иногда больше половины жизни проводишь здесь, именно на вагоне. Поэтому стараемся создать уют так же, как и дома, так и в вагоне, чтобы было все чисто, комфортно. Всем было приятно проехать с нами путь.
И, наверное, вот от замечательной семейной пары проводников мы бы хотели получить пожелания вашим, возможно, будущим пассажирам, возможно, тем пассажирам, которые вас узнали бы, и пожелания нашим пассажирам железных дорог Якутии. Ну, пожелания какие? Приходите, едьте на моря в наших вагонах железной дороги Якутии. По крайней мере, здесь все комфортно, все удобно, все доступно. Мы со своей стороны постараемся обслужить, и чтобы довольны остались пассажиры от нас, наших вагонов, чтобы проезжали всегда. Мы очень рады всегда им. Спасибо огромное. По-моему, путешествие Руслана удалось на славу. Такие замечательные проводники. Здорово, когда людей объединяет любовь к любимой профессии. Ну, вообще, лето – это прекрасное время для путешествий, ну и для прогулок тоже. Яркие цвета вокруг, все такое зеленое, пестрое, красивое. Так хочется быть тоже такой же яркой, красивой. Но вот как подобрать правильно образ, чтобы не перебор, чтобы в самую точку. И самое главное, чтобы не жарко. По-моему, стиль бохо в этом отношении подойдет лучше всего. И прямо сейчас советы от нашего любимого стилиста о стиле бохо, как найти свой образ в этих ярких принтах и соответствовать лету. Доброе утро, друзья! Меня зовут Дарья Габышева, я персональный стилист. И сегодня мы снова с вами стоим за стиль, за моду здесь на канале Якутия-24. Мы с вами каждую неделю разбираем разные темы. И сейчас все-таки решили немножечко заняться такой просветительской деятельностью и рассказать про разные стили. И сегодня мы с вами поговорим про стиль бохо или бохо-шик. Я думаю, что вы о нем слышали, и почти каждому якутянину так или иначе данный стиль очень близок. А почему, сейчас расскажу подробно. Когда мы с вами говорим про национальные мотивы, то не стоит исключать, что чаще всего этнические элементы – это всегда про бохо-стилистику. Этнические элементы, в том числе и нашего с вами национального стиля. Здесь я вот такой топ предложила вариант сочетаний мягкого шелка в сочетании с перьями. И это, кстати, один из элементов и фишек именно бохо-стилистики – сочетание разных максимально полярных фактур. В данном случае это мягкий шелк и перья. Бохо-стиль – это всегда яркие элементы, яркие цвета и натуральные ткани. Обратите внимание на эту вот такую вот разлетающуюся комфортную желтую юбку, которая идеально бы сочеталась с данным топом. Также мы сразу добавили сюда массивные украшения. Бохо-стиль – это вдохновение 60-х и 70-х годов. Бохо-стиль пришел к нам от хиппи и богемы. И, соответственно, мы видим как результат очень нарядные и очень комфортные вещи одновременно. Здесь у нас такой жилет. Обратите внимание на эти яркие, очень такие запоминающиеся пуговицы. Плотный материал, в то же время, который здорово будет смотреться, например, в современном стиле. Я бы рекомендовала сочетать такой жилет, например, с джинсами и сапогами казаки. Как лучше всего подбирать вещи в стиле бохо? Я думаю, что идеальный вариант – это вдохновляться природой. Если вы обратите внимание на природу, то все цвета и оттенки идеально подходят для этого стиля. Также не забывайте про комфорт и натуральные ткани. Одним из источников вдохновения в бохо-стилистике – это, как я уже ранее говорила, этнические мотивы. Мы можем с вами брать нашу с вами национальную культуру и интерпретировать ее в бохо-стиле, интегрировать в образы. Обратите внимание на такую футболку. Казалось бы, простая базовая футболка, но элементы принта и такие активные декоративные детали делают данную футболку особенно интересной и идеально подходящей для бохо-стиля. Когда мы говорим про бохо, конечно, в первую очередь вспоминаются рюши. И, безусловно, это один из главных ведущих элементов бохо-стилистики. Но также не стоит забывать, что в бохо особенно ценится handmade, то есть все, что делается своими руками. Посмотрите, как здорово выглядит сумка в национальной стилистике. Ручки из натуральной кожи, и именно такая идеально подойдет для бохо-стиля. Также одним из элементов бохо можно взять в основу винтаж или все, что похоже на винтаж. Например, здесь у нас классические национальные серьги с такими вот элементами в виде сардан. Они могут идеально подходить в винтажную эстетику, но также хорошо, конечно же, они смотрятся и в национальной. Поэтому, если вы пробуете и экспериментируете образы в стиле бохо, вы можете начать просто с аксессуаров, которые будете добавлять к своим базовым простым образам. Красный старый город. Вот ходишь по его улочкам и чувствуешь себя героиней какого-нибудь старинного фильма. Ну, правда, наряд не очень подходит.
А, кстати, какого фильма? Давно не была в кино, не знаю, что можно посмотреть, поэтому с удовольствием вместе с вами посмотрю нашу постоянную рубрику «Киноафиша». Давай сюда, давай. Никаких правил. Бой закончится, когда кто-то скажет «сдаюсь». Смотрите в июле в кинотеатрах Якутска великобританскую экшн-драму Бьорна Франклина и Джонни Маркета «Без правил». Что ты делаешь? С меня хватит. Мы не закончили. С нами было покончено еще 10 лет назад. Мне надоело быть грушей для битья. Неудачливый и бесперспективный боксер Сэл по прозвищу Бык внезапно встречает старого друга Винса с криминальным прошлым и втягивается в авантюру в надежде сорвать куш. Но перспектива легких денег оборачивается тяжелыми последствиями и ставит героя перед сложным жизненным выбором. В сейфе должно быть чертовых 500 тысяч. Измени свою жизнь. Такие, как мы, не меняются, сэр. Что это? Слушайте все, ваша жизнь в опасности. Деревня Смурфиков больше не безопасна. Отправляйтесь в реальный мир. Анимационный фильм «Смурфики в кино». Мюзикл, который сочетает в себе жанры фэнтези, комедии и приключений. Сюжет рассказывает о похищении папы Смурфа, после которого Смурфетта возглавляет команду смурфиков и отправляется в реальный мир, чтобы спасти отца. В фильме также присутствуют элементы семейного кино, так как история рассказывает о дружбе, командной работе и важности поиска своего предназначения. Какая энергия! Гаргамель и его брат Радамель похитили папу. О, я так скучал по тебе, братик. Ты получил мои... Нет, я заблочил тебя! Как? Просто мне надоели фотографии твоей кошки. Тебя видят, тебя любят. Ты спасена. Для поклонников фильмов ужасов в кинотеатре «Центральный» с 24 июля стартует премьера эквадорского хоррора режиссера Антонио Негрет. Фильм рассказывает историю о молодой женщине, проповедующей среди коренного народа у эквадорского вулкана. Проповеднице предстоит столкнуться с серьезным испытанием веры, когда ее сын становится одержим темными силами. Не свой. Духи гневаются на тебя. Ты не следуешь их воле. Шаман. Доброе утро, дорогие друзья! Мы продолжаем нашу утреннюю прогулку по городу Якутску. Ну а прямо сейчас спешим поделиться последними новостями. Мы продолжаем говорить о самых заметных событиях этого утра. Инспекторы ГИМС Амгинского участка провели профилактическое патрулирование в рамках всероссийской акции «Вода. Безопасная территория» совместно с сотрудниками МВД Амгинского района. С наступлением жарких дней на реке Амга увеличивается количество купающихся. В связи с этим инспекторы патрулируют места купания, проводят разъяснительные беседы о правилах поведения на воде и оказания первой помощи пострадавшим, а также раздают памятки отдыхающим. В данное время на реке Амга происшествий не зарегистрировано. Состояние реки Амга сейчас, вода выше уровня обычного. Она приходила, сейчас идет на спад. Температура воды 18-19 градусов для купания. Как раз хорошо подходит, но, к сожалению, у нас нет организованных пляжей для купания. Чтобы не оставляли детей без присмотра, были бдительными на водных объектах. Сейчас мы проводим превентивные меры, раздаем листовки, разговариваем с детьми, со взрослыми.
Госдума сделала первый шаг к упрощению трудоустройства подростков. В первом чтении принят законопроект, предоставляющий льготы несовершеннолетним при устройстве на работу. Законопроект предусматривает льготы для работников младше 18 лет при резервировании определенных вакансий для социально незащищенных категорий граждан. Необходимость законопроекта объясняется тем, что действующий закон о правах ребенка говорит о льготах для подростков при квотировании рабочих мест, которое, однако, предназначено только для инвалидов и лиц с психическими расстройствами. Минпросвещение установило лимиты на учебную нагрузку для младшеклассников. С 1 сентября этого года первоклассники будут учиться от 20 до 21 часа в неделю, а ученики со 2 по 4 классы от 23 до 26 часов. Точное количество учебных часов будет зависеть от выбранного учебного плана. Общее количество занятий за 4 года начальной школы должно составить от 2966 до 3405 часов, независимо от того, 5-дневная или 6-дневная учебная неделя в школе. К этому часу это вся актуальная информация. До встречи в эфире. Якутский музей имени Емельяна Ярославского запустил новый формат экскурсии. Об этом мы вам сейчас тоже с удовольствием расскажем. Это исторические экскурсии по городу Якутску, по старинному городу Якутску, с удивительными маршрутами. И сегодня нам о них рассказать пришел историк, экскурсовод с 15-летним стажем Сергей. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Очень приятно, что вы к нам с утра пораньше присоединились. Мы находимся с вами в старом городе. Вот начали экскурсию с памятника. Вообще, как пришла идея проводить экскурсии по старинному городу Якутску? Город Якутск является одним из старейших городов Сибири с 400-летней историей, но, к большому сожалению, вот сегодня это очень слабо угадывается в его облике. Вот, и сама идея экскурсии – это вот вместе с нашими экскурсантами в ходе экскурсии вот попробовать разглядеть в современном городе черты и особенности, которые еще кое-где все-таки сохранились, ну а то, что не сохранилось, мы увидим с помощью рассказа экскурсовода и фотографий. Ну, я думаю, вам это удается с учетом вашего стажа. Начали мы сегодня свою прогулку с площади Ленина, и вот переместились в старый город. Наверное, такое реконструированное, самое историческое место, да? У нас есть восстановленный собор. А вот как проходит маршрут экскурсии? Стартует он в музее Ярославского. И дальше куда? Мы начинаем на территории Якутского музея, потому что это тоже одна из старейших территорий нашего города. С 17 века там строились, да, находился Спасский монастырь. Вот, и потом большая часть экскурсии проходит по проспекту Ленина, центральной улице, тоже древнейшей улицы нашего города, с заходом в старый город. Вот там, где мы сейчас находимся, это, скажем так, середина маршрута примерно. Ну, мы тоже можем прогуляться немножко. Можем. Как раз у нас вот, красивый вид. И потом экскурсия завершается на площади Дружбы народов, там, где когда-то в 17-18 веке стояла Якутская крепость. Какие объекты наиболее хорошо сохранились на данный момент или реконструированы? Ну, вот в старом городе, например, мы как раз находимся на таком месте, потому что здесь, ну, как бы центральный объект старого города – это Преображенская церковь, кафедральная соборная в настоящий момент. И это, ну, как бы реконструируемый, да, объект. Церковь, ну, настоящая, подлинная, построена в 1845 году на средства купцов Соловьевых. Но, конечно, в советское время, когда она была национализирована, церковь была перестроена, там находились гражданские учреждения. И с 2002 года, когда вот как раз воссоздавали старый город, эта церковь послужила, ну, центральным объектом, вокруг которого реконструируемые различные здания ставились. Да. По продолжительности экскурсии сколько занимает времени? Экскурсия, ну, для Якутска, наверное, она довольно продолжительная. Она идет 2-2,5 часа, но потому Серьезно? что она полностью пешая. Вот. И в ходе этой экскурсии мы как бы старинный город пересекаем с севера на юг. Ну, исторический центр полностью как бы мы осматриваем. Ну да, зачастую мы пробегаем по центральным улицам старого города и не замечаем многих объектов. У вас есть какой-то любимый объект, о котором вы бы хотели рассказывать чуть дольше, может быть? Ну, если мы касаемся исторических прогулок, да, и исторической экскурсии, то
Центральный объект этой экскурсии – это тот, которым мы заканчиваем. Это Троицкий кафедральный собор, старейшее здание в Якутии и Якутска, которому 300 лет уже. Вот интересно всегда, когда человек выбирает профессию историка, да, экскурсовода, как вы в свое время сделали такой выбор? Просто у нас не исторический, конечно, город, но в нем не так много исторических объектов, чтобы говорить, что вдохновили вот именно архитектурные какие-то объекты. Да, объектов может быть в городе немного, истории много зато, потому что, как я уже говорил, это старейший город, и за 400 лет своей истории здесь очень много чего происходило, и очень много кто бывал, часто даже люди не знают неожиданные, что кто-то связан с Якутском был из известных людей. Вот обо всем этом мы рассказываем на нашем маршруте. Давайте вы нам откроете маленький секрет. У нас не такой продолжительный эфир, но какую-то небольшую историю сейчас расскажете, которая не общеизвестна. Нет, так сложно, не знаю, сказать. Но вообще в экскурсии, например, да, вот мало кто знает, что проспект Ленина, как вообще появился проспект Ленина. Почему улица вот именно такой направленности, да, была? Потому что в 17 веке, когда улиц вообще не было, да, в природе, в городе были, так скажем, направления, только вот это направление, которое потом превратилось в улицу Большую, а потом проспект Ленина, соединяло окраины Якутска. На одной окраине, южной, стояла Якутская крепость, а на другой, северной окраине, стоял Спасский монастырь. И вот дорога между этими двумя окраинами потом превратилась в центральную нашу улицу. Да, наверное, об этом мало кто задумывался даже, что они соединены. Сейчас они не соединены, да, а раньше сейчас, были. Да, я имею в виду, что была такой проход. Так, и, наверное, самое интересное, это в какой период будет экскурсия. То есть они начались летом, до какого срока можно воспользоваться возможностью и с вами прогуляться в выходные по городу? Это июльские экскурсии, наверное, мы продолжим и в августе. Проходят они по субботам в 4 часа дня начала, и где-то в 6 с небольшим мы заканчиваем. Каждую неделю анонс размещается на электронных ресурсах музея. Можно следить за изменениями расписания. А какие группы формируются? То есть сколько человек в группе обычно? Удобнее всего группы где-то в районе 10 человек, но у нас больше на маршрутах, там 15-20 человек обычно бывает. И экскурсия рассчитана в первую очередь не на туристов, а на горожан, жителей города. Потому что туристы это как раз экскурсии по городу довольно часто заказывают, когда они приезжают в город Якутск. А наши жители, бывает, не очень хорошо знают историю. И слова о том, что мы здесь живем, а не знаем какие-то факты, очень часто на экскурсиях звучит. Какая возрастная группа в основном у участников экскурсии? Экскурсия все-таки на людей взрослых, да, скорее рассчитана, потому что детям и сложно, наверное, долго ходить, и все-таки экскурсия довольно долго идет, уже где-то от студентов, да, и выше вполне все. Наверное, старшие школьники, в общем-то, тоже полтора часа. При желании могут, да, тоже. Очень интересно вообще прогуляться по городу, когда тебе рассказывают истории. Это всегда удивительно. Есть ли какие-нибудь, может быть, легенды, связанные с какими-нибудь историческими объектами? Легендами обычно историки не занимаются. Скажем, мы занимаемся историческими фактами. Да, исторические факты, которые похожи на сказки. Тоже такое бывает, что не всегда веришь с первого раза, что это было по-настоящему. Может быть, да, что-то романтичное, что-то интересное? Романтичное. Люди, которые здесь бывали, жили. Обычные люди, истории такие же. Другое дело, что в Якутске бывали... Если так вспомнить, я упоминал Троицкий собор, да, например, и все знают Степана Крашенинникова, исследователя Камчатки.
будущего академика Российской академии наук. Но когда он в Якутске был в Камчатской экспедиции, он был всего лишь студентом. И, например, он здесь, в Якутске, вот в этом самом Троицком соборе в XVIII веке женился на местной уроженке. И вообще вот жители, люди, да, которые сюда приезжали, вот те же политические ссыльные, например, в XIX веке, уже в начале XX, тоже женились. Вот Серго Орджоникидзе, например, имя которого площадь и улица, да, у нас носит, тоже женился на местной уроженке. Здесь любовь нашел свою. Ну, то есть очень романтическая история. То есть, в принципе, в книге церковной можно, ну, было бы найти их записи, да? Да, совершенно точно есть такие записи в церковных книгах. Удивительно. Велся учет. Спасибо вам большое за рассказ. Я уверена, что не все секреты мы нам сегодня раскрыли, но на экскурсии наверняка с ними можно познакомиться, дорогие телезрители, поэтому присоединяйтесь к экскурсиям. Еще есть несколько суббот. Надеемся, что они продлятся и в августе, и мы, правда, будем больше знать о истории родного края и родного города. Спасибо большое, Сергей. Пожалуйста. Дорогие друзья, всем еще раз доброго утра, хорошего настроения. Вы начинаете каждый день вместе с нами. Желаем вам, чтобы утро было бодрым и ярким, начинать его вот в такой замечательной прогулке, когда можно увидеть что-нибудь интересное, может быть, познакомиться с какими-нибудь новыми объектами, которые не замечаешь, пробегая мимо в рабочие будни. Поэтому доброго утра, начинайте утро вместе с Якутия-24. Не забывайте, что все новости всегда есть в нашем телеграм-канале, подписывайтесь, там есть и последняя информация, и, конечно, прогноз погоды, с которым вы могли не познакомиться с утра пораньше, и, конечно, самое хорошее настроение от нас. Давайте вместе начинать каждое утро, знаете, вместе гулять по родному краю и изучать его историю. До завтра!